Пожалуй, самое значительное политическое событие на этой неделе состоялось в Санкт-Петербурге, где в минувший четверг прошел саммит «Россия-Африка». В пленарном заседании принял участие Владимир Путин. Почему это важно для текущей мировой повестки? В условиях, когда ряд стран, цитата, «тасуют международные правила, меняют их, используют в своих целях», позиции России и стран Африки действительно совпадают. Президент подчеркнул, за свой суверенитет надо бороться, защищать, не опускать руки. Ценим отношения с каждой африканской страной и с континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире. Из самого обсуждаемого сейчас, конечно, решение России приостановить свое участие в зерновой сделке. И по мнению экспертов, это шаг. Биржевые цены на зерно в США побили рекорды. Кроме того, российское зерно теперь, наконец, достигнет своего адресата беднейшие страны. Подчеркну, безвозмездно. Хотя дивиденды обязательно будут. Мы сами были свидетелями и слышали много раз на просторах Казан-саммита, проходившего в мае, эти слова. Мы ценим и видим справедливость отношений России к африканским странам. Мы сыты наследием колониализма. Мы хотим быть с вами. Какое прямое отношение к этим событиям имеет наша республика? Отвечу, самое непосредственное. Делегация Татарстана во главе с раисом республики работала на форуме «Россия-Африка» очень активно. Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Исламской республики Мавритания, главами МИД Анголы и Туниса. Во всех встречах вместе с раисом был и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зябаров. Сейчас уже понятно, что это были не просто дежурные встречи, демонстрации намерений о сотрудничестве. Страны Африки могут стать одним из ключевых экономических партнеров Татарстана, а аграрный сектор – один из потенциально наиболее перспективных. Сегодня поручения были всем нам даны, чтобы усилить дальнюю работу, сформировать рабочие группы, делегации во главе с нами, с министрами, проехать все эти страны и другие африканские страны, которые интересны нам. Ну и, конечно же, вопрос логистики номер один будет здесь стоять, потому что Африка, она большая, есть страны, которые поближе к нам, типа Египта, с теми, с кем мы встречались, есть, которые подальше. Вся эта работа будет проделана. И в ближайшее время определенные итоги подведем и построим дорожные карты, будем в соответствии с дорожной картой работать. Что наша республика может предложить беднейшим странам? Как аграрии смотрят на эти политические события и каким будет урожай, выясняла Татьяна Тимошенко. В этом «Здравствуйте» на просторах саммита «Россия-Африка» обоюдные интересы и узнавания. На стенде Татарстана, деловой части форума, информация о потенциале региона. На столе переговоров чак-чак, вкус которого, например, в Тунисе давно знаком. Товарооборот только с этой Североафриканской республикой за прошедшие месяцы превысил объем прошлого года. Столько времени, сколько я буду министром иностранных дел, у вас будет личный друг, еще один. Встречи с делегациями практически нон-стоп. Исламская республика Мавритания, Ангола, татарстанскую технику знают как минимум в десятки стран континента. Потенциал для взаимовыгодного сотрудничества практически не ограничен. Объединяет часто и общая религия. Отношения между африканскими странами и нашим российским государством, они были всегда теплые и развивались в конструктивном русле. И мы считаем, что мы, Россия, в том числе и субъекты, должны более активно работать со странами африканского континента. Важность понимания тонкостей и умения встретить гостей как залог стратегических отношений прозвучала на встрече президента Владимира Путина с президентом Сенегала. 2 дня накануне форума Маки Салл провел в рабочей поездке в Татарстан. Надеюсь, в ходе этой поездки вам удалось по достоинству оценить традиционно радушный татарский прием. Наши братья в Татарстане умеют это делать. Уверен, что вы остались довольны. На саммите ясно прозвучало: зерно, которое в течение предыдущего года не дошло до беднейших стран, Россия поставит и доставит бесплатно в ближайшие месяцы. Но есть еще и сотрудничество. Татарстан готов предоставить свои резервы. При полном обеспечении республикой собственных потребностей каждый год остается около 1,5 миллиона тонн излишков, идущих на внутренний российский рынок или на экспорт.
Мы говорим про зерно, мы говорим про молочную продукцию, мы говорим про мясную продукцию. Это те продукты, у которых более длительный срок хранения. Кондитерка наша тоже, она очень такая востребована. Ну вот сейчас будем изучать пути. У нас есть пути через Иран, есть пути через Турцию, вот эти направления. На земле за высокой политикой следят внимательно и чувствуют ее последствия на себе. И здесь, конечно, в учет идут и санкции, и скачки цен на запчасти, технику, топливо, и минеральные удобрения. При этом цены на сельхозпродукцию не то что держались, но и скатывались вниз. Главная задача – приспособиться к этому рынку, научиться производить всю продукцию, которую мы производим, в более дешевой цене. Ну, то есть деньги надо считать. И надеемся, сейчас, после того, как эта зерновая сделка закрыта, уже видна тенденция к увеличению цены российской пшеницы. После завершения зерновой сделки цены немножко пошли вверх. Конечно, они к нам после южных регионов чуть попозже приходят, но сегодня вот уже мы уже видим движение на рубль, где-то на 1,5. В дальнейшем какое-то движение еще видим. Себестоимость, конечно, считать надо, мы об этом всегда говорим. Даже вот мы, если по удобрениям говорить, у нас на сегодняшний день удобрения практически на 9 килограмм больше действующего вещества мы внесли в текущем году. Себестоимость, само собой, естественно, надо считать. Но как бы ни было, стремление у любого сельхозтоваропроизводителя, стремление всегда есть вырастить большой урожай. Чем больше урожай, тем ниже себестоимость. Да, цена, конечно, свою корректировку она вносит. Это же живые деньги, это деньги, которые нужны сегодня. Из-за низких цен прошлого года в закромах Татарстана осталось непроданных 700 тысяч тонн зерна. На элеваторах, впрочем, резервы для хранения есть. Но вот урожай этого года по цифрам будет ниже прошлогоднего. Если даже вот сравнивать с прошлым годом, тоже было засушливое лето. Но, тем не менее, в прошлом году озимые у нас до 70 центнеров доходили. В этом году 35-40 центнеров. Причина – ранняя весна, затем заморозки, подбившие всходы, и летняя жара. Солнце в этом году вновь жжет немилосердно. Южанин-подсолнечник только набирает силу. Но что такое засуха в Татарстане, наглядно видно на примере вот этих деревьев вдоль разделительной полосы. Листья деревьев буквально сожжены солнцем, и такая картина на протяжении нескольких километров. Последний хороший дождь в Буинском районе, традиционном лидере по производству, видели только в одну майскую ночь. Теперь в небо смотрят уже с опасением. Ежегодно мы пытаемся обмануть природу. Вносим минеральных удобрений, тех или иных, больше в зависимости от того, что требуется почве. У всех настроение боевое, нужно собрать то, что посеяли, потому что природа может и забрать. В прошлом году тоже было засушливое лето, и 2500 гектаров у нас побил град. Как бы тех же самых повторений не было в этом году. Поэтому все, что выращено, сейчас задача быстро-быстро собрать. Техника исправна, топливо есть. Да, все есть. Да, кормят немножко вас? Сколько раз кормят? Надо, чтобы кормили, чтобы вы эффективно работали. Темпы уборки, а сейчас компания прошла уже около трети, оценил РАИС республики. Сельское хозяйство на особом счету в прямом смысле. Республика из бюджета вкладывает в отрасль в 2 раза больше, чем федеральная поддержка. 50% у нас озимые составляют зерновых. Ну поэтому... вот то, что у вас структура озимых, она правильная. Сегодня у нас рискованное земледелие. В полях же горячая пора. Фактически круглосуточная работа. Колоски по осени считать будут, доходы и рынки сбыта. Пока же уже сейчас большинство предприятий готовятся к закупке необходимого для урожая следующего года. Татьяна Тимошенко, Дмитрий Шлемин, Роман Безменов. 7 дней.